Эти кадры от своих коллег, журналистов, работающих в эти дни на территории Донбасса, получает оператор нижнекамской телерадиокомпании Илья Челноков. В 2014 году он тоже там был, работая в федеральной телекомпании. Начиналось с Киевского Майдана. В первое время были действительно те люди, которые непосредственно живут в Киеве. Но потом, к разгару, так скажем, тех событий, которые произошли в Киеве, там уже больше людей находилось в Западной Украине. Потом снимали в Крыму, затем на Донбассе. После этого была командировка и в Сирию, но именно на территории Украины, говорит, было сложнее всего. Потому что непонятно было, где свои, а где нацисты. Был митинг на центральной площади Донецка. Опять же, специально привезли с Запада ребят, фанатов. И в итоге это резнёй закончилось. И, я там прям присутствовал, видел, как это начиналось. Шумпакеты кидали в толпу. Еще одна жительница Нижнекамска, Лариса Сосновская, на собственном опыте знает, что такое вынужденно переселяться. Приходилось неоднократно менять место жительства. После войны в 1947 году мой папа, он работал редактором «Львовской правды». Там было очень сильное движение. Вот то, что сейчас, это, собственно, давно так и было. То есть он тогда тоже вынужден был из Львова бежать. Папу перевели в Луганск, где он до самой своей смерти работал редактором «Луганской правды». В Нижнекамске Лариса Борисовна оказалась намного позже, успев пожить в одной из бывших республик Советского Союза, откуда тоже пришлось уехать в 90-е во время националистических волнений. Поэтому в 2014-м без колебаний решила приютить переселенцев с Украины. Моя дочь занималась вот этими вопросами, то есть размещением беженцев. Я говорю, давай я к себе возьму, я сейчас одна. Я очень рада, что я смогла хоть кому-то помочь, потому что, в свое время мы тоже переехали сюда, можно сказать, почти как беженцы. Илья Игин – глава той самой семьи, которую приютила Лариса Сосновская в 2014-м. Когда-то работал там, на местном телевидении, потом стал заниматься ландшафтным дизайном. Мы жили, во-первых, под Луганском, 30 километров от Луганска, город Толчевск. Воспринимали всю происходящую ситуацию, конечно, со стороны обывателей. Но когда военные действия уже вплотную к городу подошли, когда уже простонародному говоря, начало в огород прилетать, тогда уже поняли, что дальше смысла нет держаться. Буквально с собой были документы, один рюкзак на двоих. Единственное, что у меня с собой был, это ноутбук. Все, первый рабочий инструмент. Тогда, говорит, родственники жили в Набережных Челнах, порекомендовали приехать в Татарстан. А в поезде познакомились с нижнекамцем, который пригласил в свой город. Согласились. Как раз в этот момент местное телевидение, НТР, снимало сюжет о беженцах. И вот мы там попали в героя этого сюжета. А дальше уже сразу предложили в Нижнекамском филиале МГИ преподавать. Через год работы в институте у меня поступило предложение о переходе на, так сказать, муниципальную работу. Сейчас работает в городской администрации архитектором, и вся семья в сборе. Я просто переделываю гитару, это корейская гитара, я ее переделал в такой нормальный вид. В семье Владимира Люльковича 11 человек. В 2014 году они тоже были вынуждены уехать из Донецкой республики в Набережные Челны. Младшей дочери тогда было 4 года, старшему сыну 24. Мы из города Дзержинск, сейчас называется Торецк. Возле Горловки, которые слышно в каждых новостях. Мы однажды летом проснулись от страшного рева самолета. Он атаковал наш город, сделал несколько выстрелов. Короче, наша дочь нашла в интернете людей, которые на нас обратили внимание. Это был человек из Набережных Челнов, Соколов Антон, фирма «Крепость». И он нами заинтересовался. И они нас вывезли, короче говоря. За свой счет купил билеты, приехали, сняли квартиру, вот это вот, где мы сейчас находимся. Один из самых радостных дней для всей семьи на территории Татарстана – получение российского паспорта. Ждали этого дня 6 лет. В
Теперь, говорит, можно уверенно строить планы на будущее. Владимир занимается изготовлением и ремонтом музыкальных инструментов, планирует заняться музыкальным творчеством. Старший сын тоже музыкант, а самая младшая, Дарья, школьница. А есть друзья и нормально живется. А скучаешь ли по родному городу? Донбасс у нас вообще чисто русский. У меня мать с России, с Орловской области, отец с Белоруссии. Как там обстановка, брат? Нормально все. Не стреляют? Межнациональная семья у Мамеда Касымова, который тоже 8 лет назад был вынужден все бросить и уехать в неизвестные места. На Донбассе остался брат, с которым есть связь, и, говорит, уже стало спокойнее. Ну, город Макеевка, спутник Донецка называется. Вот там и жили, между Макеевкой и Донецкой, в своем доме. Я за 29 лет вот там жил я не ощущал, где русские, где украинцы. Не было такого. Ну, потом уже в 2014 году уже начались переворот там в Киеве, все это. И начали стрелять там нас. Меня было за себя не страшно, за детей было страшно. Вместе с внучкой и зятем уехала и бабушка супруги Мамеда, Антонина Шумская, которой в 2014 году было 79 лет. Сейчас живут в Казани, довольны. Конечно, очень даже спокойно. Если я знал бы, что в России жить хорошо, так хорошо, я бы 30 лет назад сюда приехал бы. В принципе, все нравится, все развито, как бы и Татарстан во многих позициях впереди планеты все, как говорится. Мыслей вернуться нет, то есть и как бы это и с этой ситуацией не связано, их не было, поскольку, во-первых, и здесь уже какие-то определенные обязательства перед государством, мы уже и граждане Российской Федерации. Я даже не знала, кто они, украинцы или русские, или... да это было неважно. Главное помочь людям, вот на мой взгляд так. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов, Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, Игорь Романов, Гульнара Миниханова, Александр Лихачев. 7 дней при содействии Нижнекамской телерадиокомпании НТР.